Новая школа номер 5 в сельском поселении Нестеровское – это 420 посадочных мест и 3 этажа с лучшими условиями для образовательного и воспитательного процесса. Современные кабинеты химии, биологии, физики и информатики, иностранных языков, специализированные мастерские для уроков труда, интерактивный программно-аппаратный комплекс, наглядные пособия, химические реактивы. В церемонии открытия нового общеобразовательного учреждения принял участие глава республики Махмуд Али Калиматов. Очень красивый. Можно я сфотографируюсь? Можно. Вот. Столовая на 120 посадочных мест и полностью оборудованным пищеблоком. Актовый зал на 150 мест. Спортзал, площадки для зоны отдыха в соответствии с возрастными группами, футбольное поле, площадки для игр в баскетбол и волейбол. Строительство общеобразовательного учреждения позволило разгрузить 3-ю школу. Кроме того, это и дополнительные рабочие места. Школа была очень востребована, поскольку в новостройках проживает большое количество учащихся, которым шаговой доступности на данный момент наша школа. Старт начался очень хороший, поскольку и педагоги, и учащиеся приступили к своим должностным обязанностям, и процесс учебный у нас уже начат. У нас есть поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, чтобы до 30-го года мы ликвидировали двухсменку. Так, в сельском поселении Нестеровке у нас открытие 5-й школы происходит. Мы решаем вопрос по ликвидации двухсменки в ближайших 2 школ. То есть в сельском поселении Нестеровке у нас двухсменка уже почти закрывается полностью. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов познакомился с учениками и даже сыграл в шахматы, возможно, с будущим гроссмейстером. Вот так вот. Смело. Как отметил сам Мухаммад Эльдиев, разделил с руководителем региона ничью. Открытию новой школы он, как остальные учащиеся, очень рад. Мухаммад живет в районе новостроек, где и открыли учреждение, а значит, больше не придется преодолевать километры на пути к знаниям. Ранее ходил в 3-ю школу, да? Да. Ты долго добирался? Очень долго добирался. А сейчас? А сейчас мне нравится. Сейчас я быстро добираюсь. Главу Ингушетии встречают дети и в актовом зале. Творческими номерами в исполнении ребят насладились все присутствующие. Новоселье, новоселье, море радости и веселья. Приветствуя собравшихся на открытии новой школы в Нестеровском, глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов отметил, в регионе создаются условия для полноценного образования подрастающего поколения, а также рабочие места для местных специалистов. Все это благодаря президенту страны Владимиру Путину, который и инициировал национальный проект образования. В его рамках и возведена школа. У нас проект образования, я хотел, чтобы мы понимали, это по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И это все для того, чтобы дать возможность детям в хороших условиях, с хорошими педагогами, у которых тоже будут хорошие условия. Наше будущее – это хорошая, подготовленная молодежь, образованная, всесторонне развитая. Наши дети радуются. Да я с вами радуюсь. Задача руководителя региона, правительства, подрядчика, Министерства строительства, всех других служб, чтобы это здание было построено качественно, оно было безопасно для детей, и чтобы оно долго-долго простояло. И вот торжественное открытие общеобразовательного учреждения. Дорогие друзья, вот мы и открыли официально нашу школу. Условия для детей создаются повсеместно в регионе. Так, новое общеобразовательное учреждение в этот день открыли и в Сунже. Школа номер 10 на 720 мест оснащена современным оборудованием для обучения, воспитания и всестороннего развития учащихся. Учебные кабинеты и лаборатории, музыкальный класс, спортивный зал, оснащенный всем необходимым инвентарем для занятий спортом. Здание оборудовано системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией.
медицинский, пищевой блоки, в которых сосредоточен целый комплекс самого разного оборудования. На территории школы предусмотрели зоны отдыха, разделенные для разных возрастных групп. Футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола. Как отметил глава Ингушетии, все делается для детей, а значит на высшем уровне, качественно и максимально уютно. Не доделать, я ж не приму объект и не принял. У нас из этих 100 объектов, детских садов только и школ, ни один объект не остался незавершенным. Ни один. Актовый зал на 258 посадочных мест переполнен сегодня максимально. Руководители региона юные таланты встретились с искренней радостью и благодарностью за новый дом знаний. Школа номер 10 по улице Выгонная в Сунже также построена в рамках национального проекта образования. Работы тут были начаты в июле 2022 года подрядной организацией Евростройсервис 2010. Ход и строительство объекта контролировал лично глава Ингушетии. С 19 по 24 год в городе Сунжа введены объектов всего 17, из них детских садов 5, школ 5, капремонт школ 5, что в Алкуне у нас, да, что в Троицкой, что в Вежери, что где бы ни были бы, на равных строится и обеспечивается. Конечно, по объему там другие, там где-то есть на 200 человек стоит учащихся, где-то на 500, где-то на 720, но все-таки они качественные. Сегодня я смотрю, вы так нарядились, вы такие красивые, великолепные. Я сегодня хочу поздравить вас и поблагодарить подрядчика, кто эту работу выполнял, потому что он старался. Я думаю, мы ему сказать должны а спортзал какой, а столовая какая. А знаете, какое счастье для мам, что они пришли и посмотрели, в каких условиях вы учитесь, какие условия вам созданы. Самые лучшие педагоги. Я хочу еще раз пожелать вам добра, послушания дома, дерзости в знаниях познавателя. Мяш мы уж лучше. Дача вот и нет, не злоучше. Присутствующие, в частности, руководитель школы Мата Белхароева, выразила благодарность главе региона Махмуду Али Калиматову за создаваемые условия, в частности, непрерывное прямое участие в образовательной сфере. 10-я школа является очень такой, скажем, долгожданной и желанной, да, для жителей города Сунжа, так как в Сунже есть несколько школ, которые занимаются 2 смены. Школа оснащена всеми техническими оборудованиями. Вы сами можете наблюдать, да, здесь нет ничего, в чем нуждался бы ребенок. И так как школа является не просто зданием, да, не просто кабинетами и классами, а каким-то пространством, где ребенок может получить знания, развить свои навыки. Запоминающимся и красочным событием стало символичное открытие школы учащимися вместе с главой Ингушетии. 3, 2, 1. Вот первый наш звонок. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз 24.